Абзера шәымаз аԥсуаа иҭабуп азҿлымҳараз, сара иацсҵар сҭахуп аишьцәа аимхаа рҭоурых шәзеиҭаҳәара. Почему абреки аимхаа пользовались большой популярностью и находили убежище и приют на протяжении 9 лет, практически в любой точке Абхазии? Почему обычные абреки, которые мстили за смерть отца своим кровникам, очень сильно беспокоили Москву и Тбилиси, и на их поимки были отправлены лучшие чекисты, а в самой Абхазии к ним относились с уважением и сочувствием. Нужно отметить, что глава правительства Абхазии Нестор Лакоба лично знал братьев Аймха, знал причины, побудившие их уйти в абреки. Известно, что он приглашал сестру известных братьев-абреков к себе и пообещал ей, что сохранит им жизнь, если они выйдут из леса. Но братья думали иначе. Это был их ответ на несправедливость. Убийство их отца главой НКВД в присутствии милиционеров. Это была их борьба, вызов системе. Вот поэтому в центрах принятия решений засуетились. Из воспоминаний Адиле Абасаглы, единственного члена семьи Лакоба, оставшихся в живых. Как-то во двор Лакоба закинули анонимную записку, в которой говорилось, что абрек Мухвари хочет убить Нестора. Нестор не поверил этому, но его брат Михаил, который в то время возглавлял абхазскую милицию, решил предпринять меры предосторожности. Через несколько дней, возвращаясь домой, Нестор увидел охрану у его калитки. Он возмутился, сказал, что ходит по городу один без охраны, разговаривает с людьми, и что ему не нужна никакая охрана, и если кто-то хочет его убить, то может его убить в любом месте. И сказал, что Нестор не трус, ему не нужна защита, и не сделал никому плохого, чтобы ему желали смерти. На следующий день во дворе увидели новую записку, отправленную самим князем Абреком и Мухвари, в которой говорилось: «Дорогой Нестор, я не только никогда не подниму на тебя руку, но и буду беречь тебя. Мой зоркий глаз и верные друзья защищают тебя». Милиция долго искала Абрека и Мухвари, но безрезультатно. Где бы он ни появлялся, в какой части Абхазии, ему все сочувствовали и не выдавали. Но нашелся предатель, близкий семье братьев Мухвари. Он знал, где будет находиться абрек, и выдал его чекистам. Снарядили облаву, 20 человек окружили дом. Абрек выскочил во двор, но понял, что бежать уже некуда. 8 пуль поймал он, но стоял во дворе, истекая кровью. Последние его слова: «Берегись, Нестор, не доверяй никому». Говорят, Нестор огорчился по этому поводу и говорил: «Неужели нельзя было взять его живым? Вас было 20, а он один. Зачем вы убили храброго и честного человека? Его нужно было просто перевоспитать». Потом Берия много раз упрекал Лакоба за это. Говорил, что он укрывал и потакал бандитам, особенно князьям. Князь Аймха, Абрек Аймха, был прав. Теперь уже Нестору угрожала опасность.